Этим летом уже с 4 по 23 августа пройдут гастроли Валмерского театра на сцене Национального театра, в Малом зале театра «Дайлас» и Карамазовском зале театрального здания «Зыргупас» Латвийской академии культуры. Что нового подготовил этот театр в этом сезоне? Для этого мы пригласили актрису этого театра Илзу Пукинскую. Илза, доброе утро. Спасибо, что пришли в столь ранний час. Актерам трудно просыпаться, правда, так рано? Очень трудно. Ну ничего. Я хотела сказать то, что наш театр привозит несколько новых постановок. И главная новость, я думаю, для русскоязычной публики будет та, что несколько спектаклей в Национальном театре, в Большом зале. Это по Булгакову «Зойкина квартира», Блаумани «Раудупиете» и Лауриса Гундарса пьеса «Балле Бус» будут с русскими субтитрами и с субтитрами на английском языке. Ну вот действительно такую практику русских субтитров лет 6-7 назад, я боюсь ошибиться, ввел действительно Латвийский национальный театр для сопровождения спектаклей на латышском языке. А вот как вам кажется, насколько оправдывает себя эта практика? Вот насколько зрителю Можно удобно? ли сосредоточиться и на субтитрах, и на том, что происходит на сцене одновременно? Я могу. Я думаю, да, потому что даже если человек владеет языком, я думаю, он такие нюансы более поймет, да, и если будет оригинальный текст, это всегда поможет, если что-то непонятно. Это если смотреть на любом языке спектакль, есть субтитр, это, по-моему, легче и приятнее. Тем более это язык литературный, и не всегда все понятно, какие-то тонкости, как вы как раз-таки сказали. Да, как раз таки. Но еще важно отметить, что несколько спектаклей, такие как «Раудупиете» и «Зойкина квартира», которые, в принципе, являются топовыми в репертуаре Валмерского театра, самыми любимыми, самыми знаменитыми, будут показаны в последний раз. С чем это связано и почему самые любимые вещи снимаются из репертуара? Ну, я думаю так, зрителей в Латвии столько, сколько есть. Те, которые хотели, те уже через эти сезоны наши уже посмотрели нас. Мы надеемся на того зрителя, который еще эти спектакли не видел, который еще захочет прийти. И последний раз, потому что просто, ну вот, сыграли, и будет что-то новое опять. И говоря, скажем, насчет нашего любимого спектакля, и зрителями, и актерами, и мы очень, очень дорожим этим спектаклем «Зойкин квартира», да, в этой же самой декорации, в Зойкиной квартире, будет новая постановка, тоже по Булгакову, «Мастер и Маргарита». Но это интересный на самом деле шаг и довольно-таки смелый, даже с точки зрения не только творческой, но и маркетинговой, делать новый спектакль в старых декорациях, ведь будут все-таки какие-то они будут ассоциации. обновлены, насколько я понимаю, ну, обновлены, и что-то новое тоже будет, но все-таки вот в этих декорациях. А не жалко актеру, артисту расставаться с любимым спектаклем, в котором прожито, сколько он шел на сцене Валмерского театра? Ну, мне даже трудно сказать. Три сезона, больше. Не хочу сказать, я даже не считала. Ну, жалко расставаться с любимым спектаклем? Конечно, жалко. Илза, поговорим о театре. Что такого есть в атмосфере Валмерского театра, что заставляет вас работать с самого начала? С 1988 года, как вы окончили театральный вуз, вы неизменно работаете, служите Валмерскому театру. Такая преданность, действительно, откуда она? И, кстати, я отмечу, извините, за эфиром мне удалось выяснить, что на самом-то деле Илза рижанка, ей приходится ездить на работу в Валмерский театр. Нет, ну так получилось, что я, когда училась в Латвийской консерватории, это был курс валмерский, и набиралась как раз для Валмерского театра. И когда мы окончили, я туда поехала и работала. Это было нормально. Мне, как рижанке, не было трудно расставаться с Ригой. Ну так, и мне не было такого чувства, что я что-то теряю, потому что я родилась и жила и всегда в Риге. Мне это само собой. Ну, видимо, в творческом плане тоже, но если вы почти 30 лет служите в этом театре, вас тоже он удовлетворяет, и если у вас не возникало желания... Да, потому что в то время, когда я начала работать в Валмерском театре, там работал Мацулевич Валентин, там работала Мара Тимела, там Петер Слуцис работал. Это были такие
как бы такой подъем очень творческий в театре. И мы, как студенты, шли смотреть спектакли, и вот все, что хотели, мы хотели работать в этом театре. Я хотела. Но это действительно такой удивительный, прекрасный пример того, что региональный театр, не театр столичный, является одним из ведущих театров в стране, в общем-то, можно так говорить. Я надеюсь. Ну что же, несмотря на вашу такую творческую театральную деятельность, вас еще и очень любит кинокамера, и у вас довольно много кинематографических проектов, вот в частности. Причем не только в Латвии, но и в России. Но и в России. Ну, не в России. В принципе, я снималась в российских проектах. Прошлым летом это были проекты, которые приезжали снимать в Латвии, конечно. Ну вот я себе отметила, что это фильм «Сладкая жизнь 2», который еще только выйдет, я так понимаю, Да. в 2015 году. Да, я еще не И видела. фильм достаточно популярный, фильм «Мамы», Уже третья третья часть, часть. да, Да, вышла «Мамы», с вашим участием. Да, «Мама», третья часть. Это фильм с звездами Comedy Club. Ну, вот. И такой фильм про Новый год, такой развлекательный, комедии, наверное. Ну, вам интересно было работать в этом проекте? Что Да, вам- было интересно. Было интересно в том плане, что было трудно. Это были ночи, мы снимали в Цесис. Но было интересно, конечно. Это был такой новый, потому что новое было для меня. Я говорила на польском. Да, я учила свои тексты на польском. Ну да, там уже действие как будто бы в Польше происходит, если я не Да, ошибаюсь. да. Ну а с российскими артистами Польскую маму сложились играла. взаимоотношения? Там вот Анастасия Заворотнюк играет, какие-то участники Comedy Club тоже Да, вы да. отметили. Нет, ну мы разговаривали, беседовали там с Гариком Харламовым, и Ургантом, и Ольгой Волковой. Так. Меня потрясла Ольга Волкова, Чем? скажем так, своей игрой. У вас была возможность и научиться тоже? Это такой своеобразный обмен опытом, когда встречаются артисты разных школ, разных стран, наверное, это тоже... Ну, этот обмен опытом, скажем так, ну какой там обмен опытом? Ты встречаешься, это какие-то, скажем так, 4 дня, 5 дней, да, и идет очень интенсивная работа, и нет времени на такое, скажем, общение большое, потому что все время что-то происходит. Это снимается очень, ну так, компактно, да. Так что Ну что же, у всё время рижского зрителя... концентрируешься только. У рижского зрителя будет возможность размеренно и сконцентрированно насладиться вашей игрой на сцене во время гастролей Валмерского театра, которые, еще раз повторим, пройдут в августе месяце с 4 по 23 августа. У нас в гостях была Илза Пукинская, ведущая актриса Валмерского театра. Не ведущие.